Президент Садыр Жапаров эл аралык Астана форумунда Борбор Азия өлкөлөрүнүн кооперациясынын артыкчылыктары тууралуу айтып берди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 8-июнда эл аралык Астана форумунун алкагында модератор Ричард Квесттин бүткүл региондук экономикалык жана экологиялык дивидендтерин алуу үчүн Борбор Азия өлкөлөрүнүн кооперациясынын артыкчылыктары жөнүндө суроосуна жооп берүү менен аймактык интеграциянын маанилүүлүгүн белгиледи. Мамлекет башчы региондун мүмкүнчүлүктөрү жана чакырыктары ар түрдүү экендигин баса белгиледи. Жаратылыш ресурстарынын чоң запастары, олуттуу демографиялык потенциал, Евразиянын борборундагы транзиттик мүмкүнчүлүктөр биргелешкен өз ара пайдалуу кызматташтык жана өнүгүү үчүн бардык шарттарды түзөт. Биздин аймак чоң транспорттук логистикалык потенциалы бар чоң геоэкономикалык мейкиндик. Бул жерде бизде экономикалык кызматташуунун жана өз ара аракеттенүүнүн бардык формалары, анын ичинде Евразия экономикалык биримдиги, көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу аймактык аянтчаларда ийгиликтүү калыптанууда. Мындан тышкары, бул системанын бардык компоненттери бири-бирин толуктап жана кубаттап турат. Биздин аймак стратегиялык жактан ар кандай цивилизациялык жана геосаясий системалардын кесилишинде жайгашкан. Азия, Европа жана жакынкы чыгыштын ортосундагы көпүрө болуп саналат. Бул контекстте С5+ форматында ийгиликтүү иштеп жаткан аймактык аянтчаларды белгилегим келет. Россия, Кытай, Япония, Корея, АКШ, Европа бирлиги жана Индия. Биз Борбор Азиянын тектеш элдеринин өкүлдөрү. Жалпы өткөн тарыхыбыз, миңдеген жылдык тарыхыбыз жана маданиятыбыз менен сыймыктанабыз. Биздин када салт жана үрп-адаттарыбызда көптөгөн окшоштуктар бар. Менталитет, психология, мамиле жана дүйнө тааным окшоштуктары жагынан да бизде көп нерсе жакындатып турат. Мунун баарын мен биздин жалпы байлыгыбыз өтө маанилүү, атаандаштык артыкчылыгыбыз деп атамакмын деп белгиледи Садыр Жапаров. Уважаемый Касымжомарт Кемелевич, уважаемые участники форума, дамы и господа, сердечно приветствую участников сегодняшнего форума. Уважаемый Касымжомарт Кемелевич, выражаю искреннюю признательность лично вам за приглашение принять участие в этом важном мероприятии, а также за радушие, теплый прием и великолепную организацию форума. Абсолютно согласен с мнением уважаемого Касымжомарта Кемелевича относительно важности реагирования на современные вызовы и угрозы, отдавая приоритет сотрудничеству как основному постулату функционирующей международной системы. Становятся все больше востребованными различные региональные форматы, через которые наши страны могут сверять часы друг с другом и разговаривать с миром. Поэтому такие интеллектуальные, экспертные, я бы даже сказал, стратегические площадки, как Международный форум Астана, сегодня приобретают особую ценность и особое значение. Мне весьма приятно выступать перед высокой аудиторией, включающей политических лидеров, представителей международных организаций, ведущих бизнес-лидеров, общественных деятелей и видных журналистов. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поделиться своими мыслями о теме нашего мероприятия, представить наши идеи и соображения экспертному сообществу. Уважаемые участники форума, на наших глазах процесс формирования нового миропорядка сопровождается нарастанием угроз и вызовов безопасности суверенным государствам и всему мировому сообществу. Я хотел бы акцентировать ваше внимание на некоторые проблемы, с которыми сталкивается не только Кыргызстан, но и весь мир. Во-первых, изменение климата и сохранение биоразнообразия. Мир живет в эпоху глобализации. Связи между государствами и народами становятся более тесными, чем когда-либо. Эра цифровизации открывает перед нами невероятные возможности, о которых даже видные ученые и мыслители прошлого не могли и мечтать. К сожалению, это факт, что негативные последствия изменения климата проявляются в нашем регионе все более явно в виде таяния ледников, увеличения количества различных природных катаклизмов,
что несет большие угрозы и риски для социально-экономического развития и продовольственной безопасности, влечет все более возрастающие издержки. В этой связи переход к зеленой экономике, адаптация к изменению климата, устойчивое использование водных и природных ресурсов продиктовано жизненно важной необходимостью. Во-вторых, вода и водные ресурсы. В Кыргызской республике придается важное значение водным ресурсам и их эффективному использованию, внедрению принципов интегрированного управления водными ресурсами для достижения социальных, экономических и экологических целей. Мы запустили процесс обновления законодательства, в том числе Водного кодекса Кыргызской республики. В феврале 2023 года принята национальная водная стратегия Кыргызской республики до 2040 года. В рамках данной стратегии Кыргызстан берет на себя обязательства по улучшению государственного учета вод и экологической обстановки, обеспечению безопасного и качественного водоснабжения, водоотведения и санитарии, цифровой трансформации единой информационной системы по воде, созданию устойчивых экономических механизмов управления водными ресурсами, стимулирующих рациональное водоиспользование, созданию органов бассейнового управления и по гидрографическому принципу. Особо хочу выделить то обстоятельство, что расположение Кыргызстана в зоне формирования водных ресурсов, которыми также пользуются страны-соседи, обуславливает нашу высокую ответственность перед всем регионом. Кыргызстан выступает за важность и значимость осуществления сотрудничества в данной области на справедливой, разумной и равноправной основе, отвечающей интересам всех стран региона. В-третьих, энергетика. Сегодня мир переживает непростой этап в своем развитии. С учетом дефицита и высоких цен на энергоносители, возобновляемые источники энергии все больше и больше выходят на первый план. В настоящее время проводится работа по отбору водных объектов, на которых в перспективе возможна практическая реализация проектов строительства и эксплуатации малых и средних гидроэлектростанций. Здесь хотел бы отметить, что гидроэнергетический потенциал 252 крупных и средних рек в Кыргызстане оценивается в более чем 142 миллиард киловатт-час электроэнергии, из которых на сегодня освоено порядка 13%. Потенциал возобновляемых источников энергии оценивается 840 миллионов тонн условного топлива в год. К 2050 году мы ставим цель достичь углеродной нейтральности, в первую очередь благодаря использованию возобновляемых источников энергии. В этой связи приглашаю заинтересованные стороны к взаимовыгодному инвестиционному сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии, в том числе на принципах государственно-частного партнерства. Мы создаем надежную государственную систему преференций и приняли соответствующие меры для развития устойчивой энергетики. В-четвертых, экономика. Не ошибусь, если скажу, что аналитикам никогда не было так трудно делать свои прогнозы, как в наши дни. В их лексиконе все чаще появляются эмоционально окрашенные слова: везение, сдержанный оптимизм, неожиданности и тому подобное. В одной из статей известного экономиста Кеннета Рогофа накануне начала 2023 года было прямо сказано, что то, что в 2022 году мир не столкнулся с системным финансовым кризисом, это маленькое чудо. Становится общим мнением, что таких чудес в экономике в ближайшей перспективе будет все меньше, а вот неожиданностей
преимущественно с негативным оттенком, все больше. Сегодня в мировой торговле признаки фрагментации пока не так заметны, но все больше аналитиков склоняются к тому, что меры протекционизма будут расти, поскольку геополитическая напряженность тоже растет. И что для Центральной Азии это может иметь весьма серьезные последствия. Очевидно, что если страны региона будут отрезаны от мирового рынка, это может привести к снижению объемов экспорта и ухудшению торгового баланса, что в свою очередь означает сокращение инвестиций и рост безработицы. Следующие звенья этой логической цепочки также верны. Если тенденция на геоэкономическую фрагментацию будет нарастать, то будет нарастать и политическая нестабильность в регионе, экстремизм, может ухудшиться и экологическая ситуация. Поэтому всем нам необходимо усиливать региональную кооперацию, искать новые эффективные форматы сотрудничества и одновременно активно взаимодействовать с различными мировыми платформами, причем не только в двусторонних форматах, но и как регион в целом. В данном контексте хочу отметить речь уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича на состоявшемся в прошлом месяце Евразийском экономическом форуме, где он отметил в качестве главного мерила успеха экономической интеграции создание новых производств, технологий и рабочих мест. Уважаемые участники форума, дамы и господа, Кыргызстан осознает важность глобальных вызовов и готов внести свой вклад в их решение. Мы признаем, что эти вызовы требуют сотрудничества и координации усилий со стороны всех государств и международного сообщества. Принимая во внимание необходимость преодоления вышеуказанных вызовов, реализация климатических и энергетических проектов потребует больших инвестиций и финансирования. Мы ожидаем активное вовлечение наших партнеров, финансовых институтов в проекты в нашем регионе, направленные на переход стран к зеленой, устойчивой, климатической и экологически чистой, нейтральной экономике. Нам необходимо сосредоточить усилия на проведении согласованной политики по формированию и развитию транспортных коридоров с целью создания благоприятных условий для выхода на глобальные рынки. Укрепление инвестиционного сотрудничества, в особенности в сферах цифровой экономики и зеленого развития, как никогда отвечает требованиям наших дней. Мы верим, что все это возможно лишь при условии проведения согласованной политики и координации наших действий в региональном и международном форматах сотрудничества. Дорогие друзья, в завершение своего выступления хочу подчеркнуть, что только на основе солидарности, общей ответственности за процветание наших собственных стран и народов, а также за процветание всего нашего региона, мы сможем обеспечить создание справедливой, безопасной и социально ориентированной модели развития. Благодарю за внимание. Mr. President. Sir, you can hear me. Before you sit down, can I just ask you, you talked there about... Господин президент, вы в своем выступлении затронули важность региональной интеграции. Можете рассказать о преимуществах кооперации стран Центральной Азии для получения экономических и экологических дивидендов всего региона? What needs to actually happen to make it work? Уважаемый господин Ричард Квест, спасибо. Вы правильно заметили, что в своем выступлении я отметил важность региональной кооперации. Наш регион отличается значительным разнообразием как возможностей, так и вызовов. Большие запасы природных ресурсов, значительный демографический потенциал,
Транзитные возможности в центре Евразии создают все условия для совместного взаимовыгодного сотрудничества и развития. Наш регион представляет собой большое геоэкономическое пространство с огромным транспортным логистическим потенциалом. Здесь у нас успешно формируются все формы экономического сотрудничества и взаимодействия, в том числе в таких региональных площадках, как Евразийский экономический союз, Содружество независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества. Причем все составляющие этой системы взаимно дополняют и усиливают друг друга. Наш регион стратегически расположен на перекрестке различных цивилизационных и геополитических систем, выступая своеобразным мостом между Азией, Европой и Ближним Востоком. В данном контексте хотел бы выделить успешно функционирующие региональные площадки в формате Центральная Азия плюс Россия, Китай, Япония, Корея, США, Европейский Союз и Индия. Мы, представители родственных народов Центральной Азии, гордимся нашим общим прошлым, нашей многотысячелетней историей и культурой. Мы имеем много общего в традициях и обычаях. Многое сближает нас и с точки зрения сходства ментальности, психологии, мироощущения и мировоспитания. Все это я бы назвал нашим общим достоянием, очень важным конкурентным преимуществом. Thank you very much, sir. Please take turn. I'm grateful to you, sir. Thank you. Watch the step. And so we move on. The challenges are clear. The solutions are less obvious. The requirement of, to quote both presidents, the requirement of dialogue and, I would add, courage and honesty to the prosecution of that dialogue is crucial, which is why I'm delighted to welcome to the stage Her Excellency Zelica Cijanovic, the chair of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, to give us a different perspective and to take us into a different part of the world. We'll be right back.